Один из наиболее значимых православных праздников Крещения Господня отметили накануне жители Коми. И многие искупались в проруби. С каждым годом эта традиция становится все более популярной. И в первую очередь там, где принято каяться о своих поступках в исправительных колониях. Об испытании на прочность души и тела. Северин Арпа. Нет там нифига. Да там он, на дне. Нырнуть надо. А почему я? Как что, так сразу косой. Вась, ну скажи ему, пусть сам лезет. Да не могу! Холодно заболею я! Нынешние джентльмены удачи, в отличие от киношных, заболеть не боятся. В ледяную воду лезут добровольно, хоть и под конвоем. Только ищут на дне не золотой шлем, а с их слов искупление грехов. Иордане, крещающийся тебе, Боже, Христе Боже, мир просвещай, слава тебе. На мирском языке перерождение, можно так сказать. Получаешь заряд бодрости, энергии, сил на весь оставшийся год. А может и два, кому сколько назначено. Искупели в помывочную банно-прачечного комплекса под строгим присмотром конвоиров и батюшки. Протоиерей Андрей Мартынов не только прошел крестным ходом по территории колонии со всеми, но и осветил воду. Прочитал еще проповедь, благословил на смелый шаг. В исправительных колониях и следственных изоляторах республики действует 9 православных храмов. В них за молитвой и искуплением грехов ходят больше 500 осужденных. Я раскаялся, я покаялся в своих грехах в прошлой жизни, в своей преступной деятельности. И тем самым ежегодно вспоминаю, то есть эту заповедь, это явление, богоявление своим действием подтверждают то, что для себя в первую очередь, что я раскаялся, покаялся в содеянном. В исключительные свойства крещенской воды, которая и душу лечит, верят уже больше 2000 лет. Люди считают, она не только помогает смыть грехи, но и исцеляет. Но, как говорят священники, народная традиция купаться в ледяной воде в этот день хоть и уходит глубоко корнями в прошлое, но особого религиозного смысла все же не несет. Искать очищение нужно не в проруби, а в церкви. Эта традиция такая уже народная, это не церковная традиция, не уставная традиция. Поэтому, опять-таки, мы с вами говорим, поскольку вспоминаем события богоявления и входа Господа в воды Иорданские, мы как бы присутствуем при том событии, когда Иоанн Креститель совершал крещение людей, которые приходили к нему. И мы повторяем это. Но это не значит, что в этот момент вы станете крещенными, например, да? Что вы вдруг в один момент исцелитесь от разных болезней. Это просто воспоминание этих событий. И, конечно, не каждый человек сможет окунуться, особенно в холодную воду. Поэтому здесь надо подходить разумно и еще обязательно помнить, что самое главное – это молитва. Те же, кто все же находит в себе силы испытать себя на прочность, традиционно в полночь перед крещением собираются на берегу реки. Стойко выжидают неторопливый обряд освящения воды, а после с головой в прорубь. Первый раз он сегодня? Нет, 4-й же. С 5 лет ходит. А как пришли к этому, скажем так, сам захотел? Он сам хочет, вот он меня заставил. Меня подружка затащила. Сначала такая была, как веселье, а потом как-то как традиция уже, как праздник, нравится. Бывшие десантники всегда с водой на «ты». И летом, и зимой на крещение. Кто-то приходит на берег реки со своим самоваром, а кто-то с домашним питомцем. Я думаю, вряд ли он будет купаться, может просто лапы намочим ему. Я думаю, для него будет, думаю, достаточно. Между тем, медики отмечают, погружение в купель всегда надо соотносить со здравым смыслом. Нужно понимать последствия купания в ледяной воде. Резкое переохлаждение приводит к обострению хронических болезней, при этом снижаются защитные функции организма. Кроме того, перед крещением нужно несколько дней, а лучше пару недель закаляться и принимать контрастный душ. Но и залезать в купель только на трезвую голову. Если человек не подготовлен, то могут возникнуть осложнения, такие как со стороны сердца и сосудов, переохлаждение
ну и простудные заболевания. Не рекомендуется заходить в ледяную воду людям старше 65 лет, ну и с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям, а также тем, кто в последний месяц-два переболел какими-то простудными заболеваниями, например, коронавирусом. Ну и, конечно же, помнить, в ледяную купель лучше заходить тем, кто действительно испытывает в этом духовную надобность.